Из них 16 уже выздоровело, выписалось пациентов. 23 – это случаи на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, которые сегодня подтверждены. Из них 11 находится на территории Чаяндинское месторождение, остальные уже проходят лечение на территории уже Ямало-Ненецкого автономного округа, вывезены туда авиацией «Газпрома». Конечно же, за выходные у нас несколько увеличилось количество больных. У нас всего больных именно в республике, в больницах республики 72 человека. Из них 22 по Якутску, 41 по Алдану. Самые такие большие цифры именно по этим двум городам. По Якутску хочу сказать, что у нас, к сожалению, растет количество больных именно от контакта Мархинского, который у нас был обнаружен некоторое время назад. К сожалению, уже в общей сложности 7 человек имеют положительный анализ именно по результатам контактов с этой больной. Больная сама сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Здесь еще раз хочу сказать, что соблюдение режима самоизоляции, особенности для пожилых лиц, так, этому больному у нас как раз 65 лет, было абсолютно необходимым, но, к сожалению, вот именно это игнорирование режима самоизоляции привело к очень плохим сегодня вот результатам и для непосредственно самой больной, ну и для тех людей, которые ее многие навещали как раз уже после вступления в силу режима полной самоизоляции по городу Якутску. К сожалению, вот один из этих контактов, предположительно, это работник младшего медперсонала перинатального центра города Якутска. Реакция дала положительный результат. Соответственно, сегодня мы вводим план по перинатальному центру, уже ввели, по которому сейчас по маршрутизации все новые роженицы будут доставляться уже в Национальный медицинский центр. Ну а по мере выписывания уже тех рожениц, которые сегодня находятся в перинатальном центре, часть, кстати, переводится также и в ЧЕПДИК, будут проведены мероприятия по дезинфекции всего перинатального центра, и после этого, начиная где-то с 3 мая, перинатальный центр вновь должен заработать. При этом все сотрудники перинатального центра уже сдали анализы, они обрабатываются, пока все анализы, которые были обработаны и получены вчера, они все отрицательные. Хочу отметить осторожный оптимизм по Алдану. За последние сутки количество проведенных анализов там у нас не уменьшилось, их было несколько десятков, практически сотня, но все результаты, кроме одного, они отрицательные. У нас только +1 по Алдану, и это тоже как раз из круга работников рынка и членов их семей. Поэтому мы надеемся, что по Алдану ситуацию нам постепенно удается взять под контроль, и в дальнейшем уже будет все-таки локализация очага заражения именно в круге тех больных, которые на сегодняшний день выявлены. Хочу сказать, что по Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению за выходные проведена большая работа. Туда переброшены дополнительные силы медицинского персонала с Ноябрьска. Сегодня прибывает вечером самолет уже из Санкт-Петербурга с запасом медикаментов и также медиками из Согаза. Туда выдвинулась уже, и туда уже доставлена рабочая группа работников Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия, которые на месте организуют работу по разделению больных, по подготовке помещений, контролируют эти процессы. И сегодня будет также переброшена туда группа в составе работников МЧС по Республике Саха-Якутия и медицинских работников уже в составе бригады от Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. По плану в основном лечение будет развернуто на месте, уже на самом месторождении, где будут подготовлены помещения для прохождения лечения больных. Но в случае тяжелых больных, по согласованию с руководством Ямало-Ненецкого автономного округа, в основном часть будет вывозиться туда. Договоренности у нас и с руководством «Газпрома», и с руководством округа имеются. Такая работа проводится у нас практически в ежедневном, таком ежечасном уже практически режиме. Поэтому ситуация по ЧНД нами тоже сегодня контролируется, карантин там строго соблюдаются, все поселки изолированы. В целом, еще раз хочу сказать, что особенности по городу Якутску нам надо усиливаться
в части личного контроля граждан за режимом самоизоляции. Вот пример по Мархе показывает, что нарушение его и контакты с потенциально больным, они могут привести к очень таким плачевным результатам. Для усиления контроля и для недопущения завоза сюда, в Якутск, ну, скажем так, болезни с работниками, приезжающими из стран ближнего зарубежья, которые резко, ну, начали прибывать в город Якутск именно через переправу, пользуясь судами на воздушной подушке. Мною принято решение, и с сегодняшнего дня по 30 апреля у нас запрещено передвижение пассажиров на судах с воздушной подушкой. Вот это тоже сделано для того, чтобы максимально все-таки разобщение граждан у нас было и не допустить, еще раз говорю, появления неконтролируемых очагов инфекции и в городе Якутске, и в других районах нашей республики. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией по ситуации COVID-19 в регионе на 11 часов дня 20 апреля. Оставайтесь с нами.